Поятбек шавдери хамршин. Таванбек шивыкшин. Эберун была Чуваш Республикадрах нумай шурения. Штагна бурса шитсесінде веркуш мишну менче пурте пуштаяща. Она паллаща, она плеща. Он хавашипе, хаватланаша, чунатланаша, хавасланаша. Шаванбек был выложен перед веркуш минишна. А для меня она очень близкий человек, потому что в свое время, когда я начинал свою карьеру, творческую, потом певческую, она всегда меня поддерживала. Даже в своих моих некоторых концертах она участвовала. Поэтому я очень благодарен ей за такие вот возможности мне вывести меня в свое время на большую сцену. Ее творчество рассматривается на уроках родной чувашской литературы в 6 классе, потому что мы включили программу. Авторы программы я и Яким Петрович Хузангай. Стихотворение Геннадия Айхи «Сцена Тадащин». Сцена и человек, или как бы образ Веры Кузьминичны Кузьминой. И поэтому уже 6 класса в национальных школах учащиеся знакомятся ее творчеством. Ее безграничное служение культуре чувашского народа, ее корням, традициям. И вот до таких лет не сходить со сцены, это показатель, это пример высокого служения своей отчизне. Так надо работать. Это могу сказать. Так надо работать всем артистам. Так нужно отдавать всю свою силу, энергию, жизнь тому любимому делу, которому ты посвятил. Спасибо, Вера Кузьминична. Наш фильм о гениальной театральной актрисе, народной артистке Советского Союза, почетном гражданине Чувашской Республики Вере Кузьминичны Кузьминой. Свой очередной юбилей она традиционно отметила в кругу друзей, соратников и поклонников в своем родном Чувашском драматическом театре имени Константина Иванова. Петерте юлдашсем, Мускаврат гельне чувашсем, Чеберден гельне юлдашсем, Хабар твад райончек гельне твазем, Юратна курагазем, Табахсире. Эвер икке килбес, Апла пурнарга килиштерзе. Шабар-шабар шубар-шубать. Лапка-лапка юр-шубать. Шутхвель переял, анах ошатца дарать. Театру исполнилось 100 лет, Вере Кузьминой 95. Из них более 70 лет она служит родному театру. Мы поздравили Веру Кузьминичну на сцене 95-летием. Я не знаю, вот в России есть такой случай театра? Не знаю, не могу припомнить. Думаю, что нет.
сей день она ежедневно ходит утром на репетиции. Нужна, не нужна, она здесь. Не нужна, побудет, побеседует, уходит. Вот бы молодежи преемствовать такое. Когда иду в театр, я повторяю мысленно в голове роль, которую должна играть. И все шагаю, вспоминаю. Вот такой текст, такой текст, такой текст. Ну, для меня он хоть родной дом, хоть театр одинаково. Из родного дома, из квартиры в родной дом. Настолько мне это привычно, настолько мне это приятно, настолько это мне нужно для моей жизни. Без этого, наверное, меня не будет. Я не существую. Вера Кузьмина родилась в селе Яншихово-Нарваша Янтиковского района Чувашской республики в семье колхозницы. Село это с особенными традициями. В начале 20 века на средства великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева здесь была построена школа. Она и стала источником знаний для местных ребятишек, основой для развития их способностей, местом культурного и духовного обогащения. Может быть, поэтому из Яншихова-Нарваши вышло так много талантливых людей. Село Яншихова-Нарваши очень богат своими выдающимися людьми. Из нашего села вышли такие замечательные художники, как Спиридонов, Сверчков, Павел Меркурьев, скульптор Григорий Спиридонов, Алексей Майрасов, Василий Кузьмин. Естественно, надо сказать, среди выдающихся людей села Вера Кузьминична Кузьмина. Теперь в школе музей, где хранится память об известных людях села. Один из залов музея украшает скульптура Веры Кузьминой, автором которой является Алексей Майраслов. Односельчанин сумел отразить в гипсовой фигуре артистки всю силу и энергию ее таланта. Некоторые уголки музея хранят вещи, которые подарила сама Вера Кузьминична. Здесь артистка бывает часто, встречается с земляками. Вере Кузьминичне и ее односельчанам всегда есть что вспомнить. Кузьмина делится с ними творческими успехами, а они, в свою очередь, рассказывают ей о том, как живет село. Так известная артистка и ее земляки вдохновляют и питают друг друга духом родной земли, теплом малой родины. И это закономерно, что Вера Кузьминична вновь и вновь возвращается домой. Ведь именно отсюда, в далеком 1940 году, зимой, узнав о наборе в чувашскую студию ГИТИСа, она поспешила в Чебоксары. Я пришла в валенках, как это, стою. Надо читать. Читать. Вышла, и я, голос звонкий был, и на всю мощь. Смешно, конечно, на всю мощь. Сам-сам-марман, сам-марман, нарушение-то кашля. Потом там были такие, ритм проверяют, стучат. Ага. Ну, это тоже, в деревне чувашской жила. Что я знала, что такое ритм там, что такое. Оказывается, слух, это естественно же, слух был, наверное. Я точно помню. Подумаешь там. Или там на пианино, это проиграют что-то, и надо спеть. Тоже. Наверное, это природный слух был, и вот это помогает.
Вера получила приглашение на учебу в Москву в начале 1941 года, попав в большой кипучий город. Но вскоре она и другие чувашские ребята освоилась в столице и почувствовала себя в ГИТИСе как в родной семье. Ведь проректором в институте тогда работал уроженец Чуваши, земляк Кузьминой Дмитрий Данилович Данилов. Ну, он как родной отец. Мы что-то не получается, к нему жаловаться. Дмитрий Данилович, мы вот так говорим. А он всегда нам помогал, сочувствовал. Зная же, что жизнь студента, там мы жили в Трифоновке по 20 человек в общежитии. Это же вот, представляете, у каждого своя жизнь. А надо в это время отдохнуть, поспать или там вспомнить, что-то повторить, роль. Правда, учиться пришлось недолго. Началась Великая Отечественная война. Нас послали окопы рыть. Там немцы идут уже. Они же до Смоленска быстро дошли, а мы там окопы рыли. И мы ночью бежали от бомбежки. Переходы были ночью по 30 километров, а днем нельзя было. Там бомбили. Это было страшно, но были молоды, даже целиком не осознавали. Думаю, что сейчас прогонят немцев. Все так же, все верили, что эта война быстро пройдет. Учеба в институте возобновилась в 1943 году, после возвращения из эвакуации. Чувашскую студию тогда возглавил Михаил Михайлович Тарханов, профессор, хатовец. Он преподавал актерское мастерство, сценическую речь. Владея секретом интонации, тембра голоса и оттенков речи, он заставлял чувашских студентов работать с максимальным напряжением сил. Он в кожаном кресле сидит, ногами в кресле сидит так. Но он уже был болен. Но вставал с кресла и на сцену по ступенькам, как мальчишка, и показывал выход Чацкого. Вот как Чацкий приходит к Софье. Хотя был сам болен. Он все забывал. Все свою внутреннюю сущность передавал актерам. В 1947 году Вера Кузьмина и другие воспитанники Тарханова приехали в Чебоксары и пополнили коллектив театра. Затем, в последующие годы, в него вливались актеры, закончившие московские и питерские театральные вузы. Благодаря этому на сцене театра выросла целая плеяда выдающихся деятелей искусства. В этой среде Вера Кузьмина росла и развивалась. Как актриса, играла разные роли и совершенствовала себя. Она работала здесь выдающимися актерами Чувашского театра, такие как Ольга Ирзем, такие как Борис Алексеевич Алексеев, Алексей Константинович Ургалкин, народный артист Советского Союза, и многие другие. Конкуренция была сильная, потому что талантливых актеров было очень много в те годы и нынче. Я думаю, что вот традиции, вот эти отбора талантов, воспитание, и они друг у друга учатся, они продолжаются. Валерий Николаевич Яковлев, народный артист Советского Союза, лауреат государственных премий Чувашии и России, с 1979 года является художественным руководителем Чувашского драмтеатра. За эти годы у них с Кузьминой сложился успешный творческий тандем. И Вера Кузьминична у меня была занята с первых же моих спектаклей режиссерских и продолжает быть занятой нынче. Она делала много интересных ролей в моих спектаклях. Они вошли в историю театра, начиная там «Черный хлеб» Ильбекова, «Кровавая свадьба», Гарсия Лорка, «Мать» – это великая работа. «Выйди за Ивана», где уже мы как партнеры встречались, как актеры, актриса, она
ну и во многих других спектаклях. Почему хорошо работать? Он сам актером был. Вначале он актером был, потом поехал вновь в ГИТИС на режиссера учиться. Поэтому актерскую шкуру, его жизнь, ее состояние он прекрасно понимает. Вот в чем дело. А не холодный режиссер, который должен, вот, да, мизансцена, туда идешь, тут говоришь. Нет, не так. Вот это понимание актерской сущности, это очень ценно. Искусство Веры Кузьминой сложное и простое одновременно. Но в любом случае оно народно по своей сути. Ее героини – представительницы разных слоев общества. Она играла эти роли так, чтобы было понятно любому зрителю, талантливо донося режиссерский замысел до каждого сидящего в зале. Я чувствую перед ними как бы часть вот этой идеи. Как бы на время я вышла на сцену и с ними общаюсь, не отрываясь от них. Самая смешная роль и комедийная – это Кайгай Ивана Кадирук. Onu uzaqlansa da, xəyalətkin yana bir deyik, xışağında Allah. Etli xayazitli. Nasıl bir dedim astıqda? Ahmetine kirarımızın bu nişan geri yılıqlar zazine. Yarasan, ıvılı isteyecektin ne? Onu avlandırmalla. Sen hemen başımışa bu şıram kılarsa gitsen de yürek. Etli xayazan, etli xayazan. Ay sana itleslerse. Etli maykalaşmaylar. Nasıl yastı imaret yok. Rektolar. Esmanaylı kinyasın gelse şilı kaçaşkır dedim. Ya bir kulduğunu kaçarsan başlığa kem kurdu. Ondan aymar kul esmana kideruk yemaga. Anladım. Там что хочешь делай. Там такая импровизация была. С Никитиным мы играли. Что только не делали. Потому что это жанр позволяет импровизировать. Сегодня играешь, завтра потом десятки, сотни. О, сколько надо спектаклей играть. И каждый раз надо ведь как-то настроиться. Иногда ради шутки что-то мы подумаем. Огромное вдохновение получила сама актриса и вся группа театра, когда в 90-е годы на фестивале в городе Орел с успехом прошел спектакль Валерия Яковлева «Ежевика вдоль плетня» по пьесе Бориса Чиндыкова. Спектакль тогда произвел фурор, абсолютный фурор. После спектакля, я помню, аплодировали. Господи, как? Это такой прием. Потом, после фестиваля, обычно актерский клуб бывает, это в буфете встречаются, обсуждают спектакли просмотренные. Все актеры, которые приехали на фестиваль, стоя аплодировали. Вот на глазах слезы выворачиваются. Ну, такого приема мы практически не видели. Пьеса в исполнении Чувашского драмтеатра «Баба Шанель» прогремела также на всю страну. Героиня Веры Кузьминой, еврейка по имени Сара, не оставила равнодушными даже самых требовательных театральных деятелей. Когда я начала с ней работать, первая моя дипломная работа режиссерская «Баба Шанель», это было нечто, как она работает. Потому что вот такого уровня профессионализма я нигде еще не видела. А когда мы поехали на фестиваль «Каледа Плейс» в Екатеринбург, она произвела настоящий фурор. Ее назвали чувашской Сара Бернар. Сам Каледа, Николай Каледа, был в восхищении от нее. Весь Екатеринбург только о ней говорил. Она была настолько потрясающей. Режиссеры очень любят работать с Кузьминой, потому что она доверяется им и уважает их труд. Я ставил спектакль, она участвовала в моих спектаклях. Конечно, мне было очень трепетно, очень ответственно с Верой Кузьмичной ставить спектакль, скажем, да. Видите, такие большие артисты, и вдруг какой-то маленький режиссерик с ней ставит спектакли. Но она, вот как интересно, я замечаю, и с другими тоже режиссерами, одна из артистов, таких больших магиканов, она отдается полностью режиссеру, как пластилин. И внутренне. Она умеет досконально работать, одно удовольствие с ней работать. Вершина творческого союза Ивана Ивановича и Веры Кузьминичны стала постановка моноспектакля «Черная ласточка» по пьесе Бориса Чиндыкова. Такой драматургии
до того времени не было чувашской драматургии, до сих пор нету, именно на Веру Кузьминичну. И я в тот момент эту драму поставил на сцене. Вначале мы с Верой Кузьминичной поставили это в камерном варианте, и через год мы выставили на большую сцену. И на 85-летие этот спектакль был сыгран, уже обкатанный. Мне так нравились монологи, мне так нравились песни, которые я должна была петь. Входила в этот образ как бы от себя. Не играю, а как бы это сама я. Как бы это, что это моя сущность, что это я, что это не игра, а проживание. Этим спектаклем Чувашский драматический театр покорил мировую публику на фестивале в Турции. Это был настоящий успех чувашской драматургии и триумф чувашской актрисы. Актеры, режиссеры других театров приходили, кто был сегодня, завтра тоже пришел по второму разу смотреть на выступление Веры Кузьминичны. Вот это чувашская женщина. Там вся пьеса сделана так, это элементарно сходится жизненная позиция, вся жизнь чувашской женщины. А именно это идет в параллель с жизнью Веры Кузьминичны. И многие вот артисты, режиссеры восхищались ею, они никогда не видели некоторые чувашских людей на лицо. И вдруг они видели в лице Веры Кузьминичны чувашскую женщину. Они обалдевали. Вон какой народ, оказывается, некоторые не слышали никогда, кто такой чуваш, они слышали татаров там, скажем, да, остальные национальности, и вдруг чувашка. Все это здорово было. Актриса дважды прикоснулась к трагическим произведениям испанского искусства. В 70-е годы 20 века это была «Кровавая свадьба» Федерико Гарсия Лорка. И только через 30 лет образ Бернарды в постановке «Дом Бернарды» Альбы. Эти роли дались ей большим трудом и самоотверженностью. Она была от начала до конца на сцене. У нее за кулисами был стол специальный с термосом чай. Она приходила в 5 часов, когда спектакль начинается в 6:30. Она готовилась, она никуда не отлучалась. Она отрабатывала все по полной. Еще потом, после спектакля, сидела и еще размышляла над ролью. Вера Кузьминична умеет чутко выстраивать отношения с партнерами на сцене. Помогает и поддерживает, дает возможность актерам раскрыться и совместно сделать спектакль ярким и запоминающимся. Знаете, в каждой роли она настоящая. Я не могу даже отличить все роли, могу повторить все роли. У нее, они, наверное, для нее все дороги. Это уже она сама может сказать. Но я нигде не могу... А где эти комедийные роли, и драматические, и всякие. Она везде, в своих ролях, их раскрывает до глубины. Она настолько чувствительный партнер, что вот когда я начинаю на сцене баловаться, как-то вот начинаю делать то, что не репетировано, вот сиюминутно что-то придумывать, и она моментально вот это улавливает, включается и начинает вместе со мной там вот такие тоже баловаться, там потому играть. Что она озорница. Да, и сама она по жизни вообще, конечно, озорная. Не играть легко, потому что вот, когда вот актер отдает партнеру, вот как бы легко с ней играть. Но бывает актер, который как бы одеяло на себя тянут, тогда сложнее будет играть. А она наоборот, как бы не для своей роли, а для общего спектакля у нее как бы образ получается. Кузьмина всегда трепетно относится к молодым актерам, поддерживает, помогает мудрым советам и добрым словом. И у каждого артиста театра есть своя история знакомства,
особых партнерских отношений и дружбы с Верой Кузьминичной. В течение 10 дней надо было нам каждый день играть свои дипломные спектакли. Конечно, была ответственность большая, потому что вся театральная общественность и вообще зрители оценивали нас. Первые впечатления, хотелось показаться качественно, хорошо. И каждый день вот мы приходили где-то к 9 утра в театр и уходили там в 11 ночи только. И каждый день вот так. И была большая нагрузка, и я вот шел по коридору, и навстречу ко мне Вера Кузьминична. Она меня, наверное, видела пару раз. Вообще, только пришли. И вот у меня как-то вырвалось, Вера Кузьминична, как, говорю, вот этот вот период, этап вот продержаться, как, говорю, вот. И она как-то вот так вот, тепло по-матерински обняла и сказала: всю свою энергию, всю свою силу я тебе передаю. Когда на профессиональную сцену выходишь, трясешься, потеешь, скажем, это такие волнения. И она как сына обняла и говорит: не бойся, все будет хорошо. И мы пошли. И вот играли этот спектакль. Мне так нравился играть с ней. Она чувствовала, если она чувствует, что я волнуюсь, она спокойно успокаивает. На сцене, в смысле не словами, а так взглядом подойдет, обнимет. И вот это волнение куда-то уходило, и мы с ней так легко и просто было с ней играть. И до сих пор играем так легко и просто. Для меня она крестная мама для актерской моей карьеры. Дело в том, что в 10 классе я написала письмо на деревне к бабушке. Чебоксары, Чувашский театр, Вере Кузьминой. И сказала ей, что я очень хочу стать артисткой. И она ответила и пригласила к себе в гости. Первые уроки, мастер-класс она мне дала. И как раз через год набирали Чувашской студии для Москвы. Вот таким образом, хотя она просто провела мастер-класс, а больше никак мы не общались, Она очень удивилась, когда узнала, что я поступила. Она себя держала с нами, здоровалась так достойно, мы ее даже боялись. Сейчас мы с ней обнимаемся, здороваемся, говорим привет. Сблизились, как будто она наша ровесница, можно сказать. Вся молодежь театра к ней относится как будто мы всю жизнь ровни вместе. И она молодая такая же, даже здоровается вот так здоровается все. И просто удивительно, но просто поражает ее какая-то стойкость, не знаю, преданность. Потому что мы свою любовь, и она свою любовь открыто говорит, нескрываемую любовь. Поэтому Последующим поколениям актеров есть чему учиться у Веры Кузьминичны, в смысле профессионализма. Мне кажется, современная молодежь, работающая в театре, многому может научиться у нее и учится. И дисциплине, и преданности своему театру, преданности искусству театра, преданности к своему народу, к своему зрителю. То есть такие, может быть, слова очень высокопарные кажутся, но они на самом деле по отношению к ней звучат просто и естественно. Она преданный человек своему народу, своему искусству. Вообще Вера Кузьминична очень ответственная личность. Она если возьмется, прям все правильно скажет, очень ответственно подходит. У нее очень стальной характер. Мы берем с нее пример. Мы и на гастролях вместе ездили, играли вместе. Условия такие, сцены маленькие, гостиницы, так себе. Мы ноем, мы жалуемся, а Вера Кузьминична никогда не жалуется, никогда не жаловалась. Для нее везде всегда фурор. Она всегда готова, допустим, Вера Кузьминична, надо сегодня встреча со школьниками в такой-то школе, или там в деревне в каком-то клубе, или
ну, на встрече. Она всегда готова, у нее всегда стихи готовы, она знает, что говорить, и она несет это достойно. У нее мудрость вот такая, вот когда она речи говорит, вот у нее все так, начало, середина, конец, все обдумано, все это так в точку. Вот не всякий ведь так может. Для молодого поколения это просто живой пример, как нужно быть преданным театральному искусству. И когда мы ее видим за кулисами, на сцене, человек, который хочет научиться чему-то, он научится даже при общении Веры Кузьминичны Кузьминой. Она многое не скажет, но она скажет пару предложений, но с этими предложениями даже можно жить и творить на сцене. Казалось бы, Вера Кузьмина совершенно в своем мастерстве. Но она актриса, и у нее, конечно, есть несыгранные роли. На мой взгляд, Вера Кузьминична, она даже античная героиня. Вот она может играть, у нее вот такой потенциал, у нее вот такой дух, у нее вот такая внутренняя сила. Например, Медею. Ну, из русской классики Васа Железнова. Сильные образы, сильные характеры. В свое время, когда мы учились, когда, вот я говорил уже, она приезжала преподавать чувашский язык, наш педагог Наталья Алексеевна, профессор, увидя ее, хотела поставить с нашим курсом мамашу Кураж Бертольта Брехта. Вот в роли мамаши Кураж Вера Кузьминична, конечно, остальные все это образы вот не смогли реализовать. Мне кажется, у нее все-таки есть то, что боль в душе, не сыгранные, может и нету, не знаю, но обязательно у каждого актера это остается. Хоть сколько играй, хоть какие главные роли не играй, вот это хотелось бы сыграть, вот это, время ушло, что-то такое, вот такое. Нет, мне кажется, у нее тоже есть. А мне из Марийского театра там актеры говорили: вам надо играть мамашу Кураж, мамашу Кураж. Не судьба. Хотя я, наверное, внутренне могла бы вытянуть этот образ. Для Кузьминой театр – это ее дом, и коллеги – все родные люди. Она не просто вместе с ними работает, она с ними дружит и проживает творческую жизнь. А они ценят ее за удивительное качество характера. Я ни разу не услышала жалобы от нее, чтобы Да, она на кого-то, на что-то жаловалась. Перед юбилейным вечером 90 лет она мне говорит, надо, говорит, то есть в свою деревню съездить, кладбище, говорит, посетить, благословение взять. Конечно, говорю, Вера Кузьминична, поедем. Осень, уже дороги слякоть, невозможно проехать. Мы поехали с ней вдвоем, посетили кладбище, обратно уезжаем, и там колея. Мы чуть-чуть застряли, она сидит рядом. И я туда-сюда, никак не могу с колеи выскочить. Ну, думаю, остановился, думаю, камешек подложу и поднимусь с этой колеи. Остановился, начал выходить. Она мне говорит: Сергей, что случилось? Я говорю, чуть-чуть застряли. Ей 90 лет. Она мне говорит, выйти подтолкнуть? Вот, если бы я сказал, да, Вера Кузьминична, помогите, пожалуйста, она бы вышла, подтолкнула машину. Очень легка на подъем, она никогда ни в чем не отказывает. Она, если день рождения справлять, так она и на дачу может приехать, и туда, и сюда. Она абсолютно душой не стареет. В дополнение к активной творческой деятельности Вера Кузьмина всегда вела здоровый образ жизни. Это спорт, разумное питание, выдержанное психологическое равновесие и баня. Как признается Вера Кузьминична, все это помогало ей на протяжении стольких лет жизни. Ограничиваю питание. То есть себя я не заставляю голодать. Утром творог поела, все. Днем первое поела, все. А не так, чтобы первое, второе, там еще компот. Я этого... И мне очень легко и хорошо. Физическое состояние актера тоже очень важно.
Я каждое утро вставала на ложи, там у нас залив, или там, я в северо-западном жил, там по лес, тоже по шоссе, там лыжня просто замечательный, каждый день. До сих пор ее жизненные силы питает та единственная любовь, которую она встретила еще в годы учебы в ГИТИСе. Нам объявляют, что приехал чувашский поэт Петр Петрович Хузангай и будет переводить Грибоедовскую «Горе от ума». Ну, хорошо, думаю. И его тоже, ну куда поселить? Тоже в общежитии. Там нигде жили. Вот постепенно так. Он тоже в общежитии, таком парчевом, красный парчевый халат. И ходили мы, прям восхищались. Ходил он так. Ну, вот так, постепенно. В общежитии же тесно. Так и познакомились. Знакомство переросло в создание семьи. Вера Кузьминична и Петр Петрович прожили вместе 24 года. Это были годы совместного творчества. Хузангай много работал, и до сих пор его произведения, которые переведены на 25 языков мира, остаются актуальными. Для меня Хузангай – это все. И становление творчества, и становление человека – все тут вместе. Потому что он сам очень был таким внутренне богатым человеком. У него творческая натура. Он без творчества не мог жить ни одной секунды. Куда бы ни поехали мы отдыхать или просто в семье вот так, он без стихов не мог жить. Литературное наследие мужа Вера Кузьмина продолжает нести людям и сегодня. Она встречается с земляками, живущими в других регионах России. Часто посещает музей, который создан на родине поэта в деревне Сехтерма Алькеевского района Республики Татарстан. В 1948 году родился сын Атнер. Все его детство прошло в Чебоксарах. Часто он ездил с мамой на гастроли или проводил много времени на репетициях в театре. Поэтому надо было мне куда-то, значит, в свободное время деваться. Вот я в театре там много проводил время, много спектаклей смотрел. Там был такой спектакль, я помню, по пьесе Никитина, «Сарбеге» называется. Там мама играла главную роль, эту девушку. Вот, а там какие-то всякие злые силы, там что-то, какие-то там шуйтаны, какие-то черти там и так далее. Все хотели там что-то, какое-то ей зло причинить. Я помню, очень переживал из-за этого. Петр Петрович и Вера Кузьминична были демократичными родителями. Атнер рос свободно и имел свои увлечения. У меня были свои какие-то интересы определенные, но которые не были связаны ни с поэзией вначале, там, ни с театром тем более. Вот. Ну, я смотрел спектакли, просто мне нравилось смотреть. Ну, это просто как зритель, скажем так. Никаких там желаний, там, скажем, что-то там, быть там где-то кем-то в театре там у меня не возникало. После окончания школы Атнер хотел поступить на факультет английского языка Ленинградского университета. Папа мне сказал, что на английском отделении там нечего делать. И так много людей, которые знают английский язык. Вот нужно так вступать на арабское отделение, восточный факультет. Почему на арабское? Потому что там есть какие-то источники по истории, по древней истории Чувашии на арабском языке. Вот надо их как-то там читать, там, переводить там, и так далее. Ну вот пришлось поступать на арабское отделение тогда. Ну, дети должны быть умнее родителей. Я так считаю. И Атнер, конечно, блестящее образование получил. В Ленинграде учился. Он так, по-моему, рад этому. И само по себе жить в Ленинграде, в Петербурге, это, конечно, само по себе хорошо. В Ленинграде Атнер женился на девушке из Бурятии по имени Гажидма. Они вернулись в Чебоксары, где у них родился первый сын. Его назвали в честь деда – Петром. Сегодня Атнер Петрович – известный чувашский филолог, литературный критик, публицист, политический и общественный деятель.
Конечно, он много работает, но несмотря на это, Атнер и его жена создали в доме атмосферу тепла и заботы. Мне так повезло с сыном, со снохой, что я дома отдыхаю от работы и набираю силы, читаю все книги, литературу и получаю вот это домашний отдых, удовольствие. Семья Веры Кузьминичны на всех мероприятиях рядом с ней. И родные люди знают, какое великое значение имеет для нее театр. Театр, она, не знаю, не мыслит, как бы, я думаю, свою жизнь. Если бы, скажем, вдруг так было бы, чтобы вот она, скажем, не работала бы в театре сейчас, это было бы для нее очень плохо вообще, так сказать, вообще для здоровья, для самочувствия там, и так далее. Она как-то не мыслит свою жизнь без театра. То, что судьба у меня такая получилась, нелегкая, правда. Ну, учились же во время войны. Это было очень нелегко. Ну, молодая была, все нипочем. Все и голодали, и карточки были на хлеб. И все это я прошла. Я за свою судьбу очень благодарна. И думаю, что я прошла, невзгоды, неприятности, все это вместе со всеми. Все так жили. Служение Веры Кузьминой театральному искусству было оценено в 2018 году экспертами независимой профессиональной премии «Золотая маска», которая присуждается за театральное достижение. Такая была группа студентов, которые предваряли каждое там выступление, но каждого там лауреата такими всякими какими-то, шуточными такими как-то комментариями, частушками там и так далее. А тут, значит, когда мама должна была выступать, они вдруг чувашские частушки начали петь. Мы так удивились, но потом спросили уже там после этой церемонии, там один студент, оказывается, у него бабушка чувашка, значит, вот он ей позвонил, она ему напела там вот эти, это мотив этих частушек, и слова, значит, там все продиктовала, а он вот своих там этих сокурсников, значит, вот, как вынудил, то есть они все выучили вот эти слова, там, и так вот 2 куплета там так они спели по-чувашски, было интересно. Вся жизнь нашей героини – это театр. Это зритель, который пропускал через себя судьбы тех героев, образы которых создавала артистка на сцене, тем самым учась добру и любви. Безусловно, ее труд, служение искусству – это огромный вклад в развитие театрального мира Чувашии. Мира, который необходимо сохранить и приумножать всем последующим поколениям. Ман пурнышта типтикас пулман. Шубаритяшуна, юрташуна. Такан мали сама цепте булна. Анчахвал этим пурныше. Шаун бада пурбрехепе. Хама челелите сашутлады. Машин кесен сырн бада тухсан. Сырн комалар пире ошатать. Сырн комалар пире пурнма вайбарать. Юратна парлешлигензе. Весем бана алышын чешіклесе жүреше. Весем бана яланақ пулышашы. Хисеплеші. Эпепесіне чунчеререн юрададым. Лайық, келештерсе бұрынар. Бір-бірінбе ал керешер. Әмір икке келбес жылдашсым. Әмір біррегіна шан бадана чистлы. Сумла бұрын зайыртерме тұршмала. Табақ сире.